وجدت فيه منابع الرحمات أدب وعلم في صفاء سريرة ونقاء صدر دائم الأوقات. Отец рассказывал, что шейху приснился сон, в котором ему было сказано, что у него родится праведный сын, который достигнет успеха в знаниях. И родился у этого шейха сын, и он решил назвать его Салихом, с надеждой, что ребенок, о котором говорилось во сне, будет именно этот мальчик. И рос он праведным, благочестивым и набожным человеком, любил окружающих, и люди любили его. Читал Коран и выстаивал ночные молитвы. Однако он не стал человеком, искавшим знания. Затем он женился. И у этого праведного мужчины родился сын, которого назвали Мухаммадом. И это Мухаммад ибн Салих ибн Усеймин, который действительно был светочем знаний. По крайней мере, мы считаем его таковым. А человек, которому приснился сон, был дедом шейха ибн Усеймина, да помилует его Аллах. وجدت فيه منابع الرحمات أدب وعلم في صفاء سريرة ونقاء صدر دائم الأوقات. أما الحياة. Я родился в городе Унейза 27 числа месяца Рамадан 1347 года по хиджре. С Кораном меня познакомил дед со стороны матери. Затем в школе я научился писать и познал кое-что из математики и литературы. После этого перешел в третью школу, специализирующуюся на заучивании Корана, и выучил Коран, хвала Аллаху. Затем начал получать знания у одного из учеников нашего шейха, Абдурахмана ибн Саади, который выделил из своих учеников двоих очень достойных людей для обучения. Это Али Хамад ас-Салихи, да помилует его Аллах, и Мухаммад ибн Абдул-Азиз аль-Мутавва, да смилуется над ним Аллах. Я был из числа тех, кому посчастливилось учиться у Мухаммада ибн Абдул-Азиза аль-Мутавва. И когда начали открываться учебные заведения и открылся институт в Ар-Рияде, некоторые люди посоветовали мне поступить в Ар-Рияд на учебу. Я посоветовался с нашим шейхом Абдурахманом ибн Насром ас-Саади, который одобрил эту идею. Это было в 1372 году по хиджре. Там я учился у уважаемого шейха Абдул-Азиза ибн Абдуллаха ибн База. Я прошел с ним введение в толкование Корана, шейху Ислама ибн Таймии. Также прочитал с ним весь Сахих аль-Бухари и некоторые другие книги. После окончания института поступил на факультет шариата, затем в 1974 году, продолжая числиться студентом в Рияде, начал преподавать в институте города Унейзы. Какое-то время я оставался в институте Унейзы. Затем, когда открылся филиал университета имама Сауда в городе Касым, я перевелся преподавать туда. Что касается имамства в мечети Унейзы, то после того, как умер наш шейх Абдурахман ибн Саади, да помилует его Аллах, в 1376 году, кады, а им в то время был Мухаммад ибн Абдул-Азиз аль-Мутавва и амир провинции Халид ибн Абдул-Азиз ас-Сулейм, предложили мне стать преемником нашего шейха, стать имамом мечети и преподавать уроки, проводимые в библиотеке, где обычно преподавал наш шейх. Я согласился. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы в этом была польза. На шейха Усеймина, на его пути к знаниям, помимо шейха Саади, оказали влияние также и другие ученые. Мы отправились в мечеть имени шейха Усеймина в Унейзе. Мечеть, имамом в которой является зять шейха Усеймина, шейх Сами Сукейр. Мы встретили шейхом в мечети Аль-Хурейза, в которой в детстве учился шейх Усеймин. Вот что он нам рассказал о тех людях, которые оказали влияние на шейха Усеймина. Мечеть, в которой учился шейх Усеймин, будучи ребенком, здесь было что-то, что очень повлияло на шейха. Среди тех, кто оказал влияние на шейха Усеймина, да помилует его Аллах, был шейх Ибн Таймия, да помилует его Аллах. Его труды повлияли на научную методику шейха, а именно на методику поиска доказательств и применения и выявления более верного доказательства.
а также повлияли на понимание целей шариата. Также на шейха Усеймина оказал влияние шейх Мухаммад Рашид Рида. Шейх рассказывал, что шейх Рида оказал на него влияние в оставлении следования мазхабам и принятии во внимание доказательств. Не брать слепо мнение предыдущих ученых, но сопоставлять их мнение с Кораном и хадисами. Также из тех, кто оказал влияние на шейха Усеймина, да помилует его Аллах, был также шейх Абдул-Азиз ибн Абдулла ибн Бас, да помилует его Аллах, который был для шейха примером хорошего нрава, простого обращения с людьми и оказания им помощи. Шейх Абдурахман аль-Усеймин, родной брат шейха. Мы навестили его в его доме в Рияде. Он окружен книгами своего брата и внимательно изучает его некоторые работы. Он раскрыл нам некоторые качества шейха, которые он ценил в своем брате и которые отличали его от других. Первым его качеством является то, что с самого начала пути поиска знаний он понимал, что правильное поведение, праведное намерение, искренне ради Аллаха Свят Он и Велик является важным и необходимым элементом, фундаментальной основой получения знаний. И после того, как он достиг правильного и праведного намерения, Аллах открыл перед ним двери знаний. Другими качествами, которыми одарил Аллах шейха, является праведное окружение. Поистине Аллах одарил его этой милостью с самого начала. Я тоже извлек для себя пользу от праведного окружения. Это подтверждает и шейх Халид аль-Муслих, ученик шейха, его зять, которого шейх оставил своим преемником в преподавании толкования Корана и основ религии в большой мечети Унайзы. Нашего шейха, да помилует его Аллах, с самого рождения Аллах облагодетельствовал праведным окружением. Он вырос в праведной семье, в доме, где знаниям придавали особое значение, дом, в котором всегда были близкие отношения с учеными. Этот дом сыграл очень важную роль в его, да помилует его Аллах, стремлении к знаниям. Когда соединились воедино праведное стремление, праведное намерение и возможность получать знания у великих ученых, это стало вестником появления нового гения в лице шейха и начала нового этапа его жизни, этапа получения знаний и преподавания. И этот этап растянулся надолго. Об особенностях данного периода жизни шейха нам рассказал его ученик, доктор Ахмад аль-Кады. Преподавать шейх начал в 1371 году, и тогда ему было всего 25 лет. И это указывает на то, что шейх достиг определенного уровня и стал сведущим в этой области. Поистине шейх, да помилует его Аллах, посвятил себя знаниям, преподаванию, проявляя терпение и сдержанность, даже если количество студентов было малым. Когда умер его шейх Абдурахман ибн Саади, он стал замещать его уроки. И его уроки в то время посещали ученики шейха Абдурахмана ибн Саади, да помилует его Аллах. И постепенно их количество стало уменьшаться. У шейха не было учеников. Может, 1, 2, 3, 4. Как-то шейх пришел на урок, но вместо учеников лежала одна книга, означающая, что ученик отошел и оставил книгу в знак того, что подойдет позже. И только. Шейх сел и начал читать Коран до тех пор, пока студент не пришел, и после этого шейх провел для него урок. Это было давно. Затем количество студентов шейха увеличилось. Ученики стекались к шейху, да помилует его Аллах, с разных мест, разных национальностей. Дошло до того, что на некоторых уроках сидело примерно 500 студентов, или даже больше. Шейх продолжал преподавать в течение 50 лет. Полвека с момента его первого урока, который он провел в 1371 году, и до последних дней его жизни. Будучи больным, он давал уроки вечерами благословенного месяца Рамадан 1421 года. Итого получается 50 полных лет. В течение всего этого времени через него прошло огромное количество студентов.
Большое количество студентов приезжало к шейху, селилось недалеко от него. Шейх окружал их вниманием и заботой, и эти люди оставались надолго рядом с ним. Старший сын шейха, Абдулла, глава благотворительной организации имени шейха Усеймина, и его родной брат Абдурахман, генеральный секретарь организации, рассказали нам о многих вещах в жизни шейха, среди которых забота шейха о студентах. Он, да помилует его Аллах, очень заботился о студентах, которые учились в мечети. Он заботился о них настолько, что они стали неотъемлемой частью жизни шейха. Например, если мы выезжали куда-нибудь, он мог прервать поездку по причине студентов, чтобы поскорее вернуться к ним. Среди благодетелей шейха, да помилует его Аллах, была забота о студентах, которые получали знания в мечети Унайзы. Он помогал им с жильем, всем необходимым для проживания и предоставлением им ежемесячной стипендии. Для шейха было очень важно, чтобы студенты получили знания. И также было важно побуждение студентов к постоянству в учебе и облегчение им условий для получения знаний. Он иногда выезжал с ними на отдых, плавал с ними, говорил: «Скиньте такого-то в водоем». Он также проводил со студентами время помимо уроков, навещал их, выслушивал, расспрашивал про их дела и нужды, стремился как-то им помочь. Тот, кто знал шейха близко, знал, что он заботится о своих студентах. Более того, он заботился о студентах своих студентов. Даже в его словах всегда чувствовалось побуждение к получению знаний, преподаванию и развитию знаний. Таким запомнил шейха Усеймина шейх Ахмад Хауаши. Они встречались и учились вместе в мечети в провинции Хамис-Мушит, а также встречались на квартире шейха Ахмада. Он рассказал нам про все эти встречи и уроки, когда мы посетили его в Пресветлой Медине, где он проживает в настоящее время. В Рияде мы посетили доктора Мухаммада Аль-Ухали, который в молодости учился у шейха Усеймина в мечети Унайзы. Он рассказал нам о наиболее ярких моментах научной методики шейха Усеймина. Он очень ценил и стремился к таким наукам, как усулюль фикх и правила фикха. Он объяснил нам, что познание этих наук помогает понять частные ситуации, каждую из которых по отдельности человек может и не знать. Шейх, да помилует его Аллах, стремился понять суть, основываясь на доказательствах и здравом рассуждении, и побуждал своих студентов к этому. Я повторяю, что получил много пользы от этой методики шейха, да помилует его Аллах, от его метода преподавания. Мне это помогло во многих вещах, где нужна точность, знание источников и применение аналогии, чтобы можно было провести правильную аналогию. Из милости Аллаха, что Он дал возможность разуму одержать верх над страстями, положив на одну чашу весов разум, а на другую страсти. И чаша с разумом перевесила чашу со страстями. И этим было возвышено положение шейха, и страсти его соответствовали тому, с чем пришел пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Насколько я его помню, он никогда не говорил плохо о каком-нибудь ученом, будь то во время уроков или каких-либо общественных встреч. Не то чтобы даже сплетничать, даже намеками или другим путем принизить кого-либо, особенно кого-нибудь из ученых или правителей. У него были хорошие отношения с правителями, давал им советы, наставления, поддерживал с ними отношения, навещал их, и они навещали его. Он старался следовать первым праведным поколениям. Он также не любил разделения, разногласия и бесполезные споры. Стремился примирить сердца и объединить людей. Он также не любил вопросы, в которых было противоречие распространенному обычаю или более распространенному мнению.
И я хорошо помню, что, допустим, если кто-то изучил вопрос и пришел к мнению, противоречащему более признанному мнению или мнению мазхаба, то в таком случае он начинал изучать этот вопрос снова, но другим путем, отличным от первого раза. Он, да помилует его Аллах, очень стремился к единству среди студентов и проповедников и предостерегал от разделения и дачи прозвищ, призывал к единству и оставлению нетерпимости и разногласий. Он всегда любил встречаться с мусульманами и очень радовался встрече с людьми, когда встречался с ними в Мекке, Медине и местах большого скопления мусульман. Я рад нашей встрече, потому что наша встреча между людьми приводит к симпатии, дружбе. Человек узнает о проблемах других, начинает смотреть на свои дела по-другому, и это приводит к пересмотру некоторых взглядов в ходе разговоров и обсуждений. Каждый, кто знал шейха лично, знал хорошо его характер, нрав и особенности. Известной особенностью шейха было то, что он был аскетом. Это проявлялось во многом. Например, он был аскетом в одежде, транспорте, жилье. Большую часть жизни он жил в глиняном скромном доме, как жили многие его земляки. Мы жили в глиняном домике. Мы говорили, что многие люди после переходного периода в стране построили новые дома, переехали в хорошие жилища, виллы. И мы говорили, почему мы не можем поступить так же? На что он всегда нам отвечал. Он всегда нам начал перечислять достоинства глиняного дома, что в нем прохладно в жару и так далее. У него изначально не было намерения переезжать в другой дом, потому что ему было достаточно того дома, в котором мы жили. И на этом хвала Аллаху. В этом доме его навещали короли. К нему приходил король Халид ибн Абдуль-Азиз, да помилует его Аллах. Его навещал хранитель двух святынь, король Фахд ибн Абдуль-Азиз, да помилует его Аллах. Также хранитель двух святынь, король Абдулла ибн Абдуль-Азиз, когда он был еще наследным принцем. Он принимал их в своем доме, в тех условиях, которые были, не изменяя ничего. Они тоже не требовали для себя дополнительных удобств или условий приема. Он не соглашался съезжать с этого дома до тех пор, пока я не женился. Когда я женился, мы объяснили ему, что этого дома нам уже недостаточно, и что нам нужен дом, где бы мы все вместе жили, и смогли его удовлетворить, да помилует его Аллах. И тогда мы построили этот дом, в который переехали и в котором живем до сих пор. Это дом отца, да помилует его Аллах, в котором мы жили с 409 года до тех пор, пока он умер в 1421 году. А по какой дороге он ходил в мечеть? В большинстве случаев он выходил в мечеть из левой двери. Можем ли мы проехать к левой двери? Да, можем. Это левая дверь дома отца, да помилует его Аллах. Он выходил с нее каждый день на молитву. На все молитвы он ходил пешком. На все молитвы ходил пешком? Но ведь мечеть не близко. Да, пешком. Да, пешком приходилось идти примерно километр. Таково расстояние от дома. Конечно же, он шел пешком и возвращался пешком. Значит, вы жили здесь с 1409 года. Да, мы поселились здесь в 1409 году и до 1421 года, когда он умер, да помилует его Аллах.
Значит, эта дверь, она связана с домом? Это дверь пристройки, в которой проходила запись цикла передач «Нур аля-Дарб», которую потом транслировали на радиоканале «Куран аль-Карим» с шейхом Абдуль-Каримом аль-Микрином. Да, с шейхом Абдуль-Каримом аль-Микрином. Шейх Абдуль-Карим аль-Микрин болеет и не может встретиться с нами и поделиться с нами воспоминаниями о встречах с шейхом, в частности, про цикл передач «Нур аля-Дарб». Пусть Аллах исцелит его. Из лучших качеств шейха можно упомянуть его простоту и скромность. Простота проявлялась во всем — в одежде, в жилье, еде, питье. Он не любил богатства в любом проявлении. Его раздражали хвастливые люди. Он любил простоту и искренность во всем. Это качество было присуще шейху, да помилует его Аллах, во всем течении всей его жизни, в походке, одежде, в общении с людьми и в делах с людьми всех возрастов, со взрослыми и детьми. Он здоровался со всеми, кто проходил рядом. Шейх был живым примером скромности. Люди получали пользу от его вида и молчания, прежде чем он начинал говорить. И это из присущих ему качеств. И это качество каждый студент должен воплотить в жизнь и привить себе, чтобы от него, его знаний и жизни была польза. Признаком его скромности, признаком скромности ученого, что когда он получил международную премию короля Фейсала, написал в своей речи, которая была зачитана в его отсутствие: «Поистине я благодарю Всевышнего за то, что получил премию 1914 года, присуждаемую за службу исламу и мусульманам. Присуждаемую за службу исламу и мусульманам. И молю Всевышнего, чтобы Он сделал меня таким, каким обо мне думают мои братья. И пусть сделает меня из праведных мусульман, и пусть воздаст благом моим братьям, которые такого мнения обо мне». Что выделяет скромность шейха, которая была его отличительной чертой, так это то, что его скромность была естественной, без всяких усилий с его стороны. С первого момента, как я его увидел, еще до его достоинств в исламе, просто увидел его лицо. Это было праведное лицо. Ведь Аллах, Свят Он Велик, сделал сердца хранилищами. И если оно содержит добро, то оно проявляется на лице. Одной из отличительных черт шейха, да помилует его Аллах, была веселость и улыбчивость. И это замечал каждый, кто с ним встречался, будто на улице, в мечети, в офисе или в других местах. Его улыбка всегда была естественной и живой. Он был умным и выдающимся, серьезно относился к каждому шагу, каждому слову. Он, да помилует его Аллах, быстро понимал ситуацию, когда к нему обращались с вопросом. Он был терпелив, усерден, да помилует его Аллах. Он не уставал и был неутомим. И этим объясняется его терпение по отношению к религиозным обязанностям, шариатским постановлениям, имамству, проповеднической деятельности, преподаванию и выступлениям. Я также обратил внимание на то, что шейх бережно относился ко всем делам, бережно относился к своему времени, не растрачивал впустую ни себя, ни время. Из его качеств, да помилует его Аллах, милосердие к слабым, бедным и детям. Он, да помилует его Аллах, был простым и вызывал симпатию. Также уважал других, относился к людям достойно. Шейх, да помилует его Аллах, очень почитал книгу Аллаха и сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он сильно заботился о правильном понимании Корана и применении его в жизни. Он был примером во всем. Его рвение в следовании сунне было настолько неустанным, что даже когда он возвращался домой в Унейзу, он не заходил к себе домой. Сначала шел в мечеть и молился в 2 раката. Если мечеть была закрыта, он искал в городе открытую мечеть, чтобы совершить молитву в 2 раката.
Шейху, да помилует его Аллах, было присуще частое поклонение. Качество его поклонения также отличалось. Молитва, которую он совершал, была искренней, внимательной, молитвой, в которой было заметно почтение и возвеличивание Аллаха, спокойствие, молитва, которая в сердце верующего успокаивается и умиротворяется. Он удлинял молитву таравих, читал ее размеренно, как во время кияма, так и в поясном и земном поклонах. Даже когда он был имамом в заповедной мечети Мекки, кажется, он был имамом 2, 3 или 4 ночи в тот период. То, как он проводил таравих, показывает, как он придерживался сунны. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Он был из тех, кто мог долго читать Коран в намазе и совершать много поклонов, что указывает на то, что он выстаивал ночи. Он никогда не пропускал пост 3 дней в середине каждого месяца. И это я заметил очень давно. Он, да помилует его Аллах, часто совершал хадж и умру. Совершал их по очереди. С 1392 года он присутствовал на каждом хадже и занимался призывом и обучением, отвечал на вопросы. После упомянутой даты он продолжал заниматься этим и никогда не оставлял данную деятельность, не говоря уже о том, что было до этого. А что касается умры, то, наверное, только Аллах знает, сколько он их совершил. حتى بنى صرحا من الحسنات أمضى الحياة على كتاب إلهنا يجني الفوائد منه والثمرات. Наш шейх Мухаммад ибн Салих Усаймин, да помилует его Аллах, был имамом исламского призыва и распространения добра. Это у него проявлялось во всех сферах образования. Тут все ясно и очевидно. Он не ограничивался только преподаванием. Он выступал с проповедями и обращениями и участвовал в различных форумах. Шейх указывал на ученых, чтобы студенты знали их и обращались к ним с вопросами и знали, на кого ориентироваться. Однажды я навестил шейха Мухаммада ибн Салиха Усаймина, да помилует его Аллах, перед его смертью. Тогда он был болен и находился в Мекке. Я сказал ему: «О наш шейх, мы не знаем, кто из нас умрет раньше. Если мы будем жить после тебя, к кому обращаться за фетвой в области фикха, по вопросам фикха? Есть люди, начитанные в этой области, но кто является факыхом?» Я попросил его назвать имена. Он немного задумался и сказал: «Обращайтесь к шейху Салиху Аль-Фаузану, потому что он факых и очень религиозен». И этот совет мы запишем для истории. Далее он похвалил в области фикха и получения фетв 2 шейхов — Абдурахмана ибн Насра Аль-Баррака и Абдулязиза Ар-Раджихи. Из качеств, которыми Аллах одарил шейха, было то, что он, да помилует его Аллах, посвятил всю свою жизнь исламским знаниям, преподаванию и распространению знаний, учебе и изданию фетв. Он отвечал на вопросы в мечети или по дороге, по телевизору, по телефону, отвечал на вопросы по мере возможностей, как устно, так и письменно, иногда даже будучи в дороге. Шейх знал и обучал тому, что лучший из людей тот, кто хорошо относится к своей семье. Он старался хорошо относиться к членам своей семьи, прежде чем показывать хороший пример отношения к чужим. О данном качестве шейха нам рассказали его старшие сыновья Абдулла и Абдурахман, после которых еще идут 3 брата и 3 сестры. Они росли под присмотром своей матери, которая описывает отношения с мужем и детьми примерной семьей. С маленького возраста мы замечали эту связь, которой была любовь, симпатия, уважение.
Мы никогда не слышали, чтобы отец повышал голос на мать или что-нибудь в этом роде. Даже после того, как мы выросли, мы чувствовали должное отношение отца к матери в самом начале его учебы, когда он был очень занят и уделял нам меньше времени, и все это он ценил в ней и показывал нам свое уважение к ней. Также после того, как его работы стало больше, увеличилось число учеников, и он стал занят целыми днями, он отдавал должное матери. Она взяла на себя большую часть заботы о детях. Также все, что касается уделения внимания шейху, да помилует его Аллах, например, обслуживание большого количества посетителей и гостей, это ее не тяготило, даже наоборот, приносило радость. Также отец, да помилует его Аллах, очень ценил мать. И мы замечали это во многих вещах. Он уважал ее. Он всегда обращал внимание, что нужно уважать мать, почитать ее. Необходимо проявлять праведность и заботу по отношению к ней. Он, да помилует Аллах, был примером отцовской заботы, примером попечительности. Вдобавок к этому, он всегда советовался с матерью в вопросах, касающихся семьи. Он не делал чего-либо, пока не посовещался с матерью. Если мы, к примеру, что-то хотели, и он был не уверен, разрешать ли нам, он обязательно обращался за советом к матери. Или же говорил нам: спросите у матери. Также очень важный момент. Он брал ее с собой в поездки, так что она ездила с ним. Мы же иногда ездили с ним, а иногда нет. Они были примером супружеской пары, хвала Аллаху, которому следует подражать. Он очень ценил близкие отношения с братьями и семьей в целом. И до того, как у него появилось много работы, мы всегда выходили на природу каждую пятницу, после пятничной молитвы. Мать готовила еду, и мы выезжали на природу. Он ценил каждого из своих детей, уделял внимание. Даже после того, как мы женились и пошли внуки, он, да помилует его Аллах, относился к ним ко всем очень хорошо, будто старшие или младшие внуки. Если приболеет кто-нибудь из внуков, мы даже не знали, что отец приехал навестить детей. Также после того, как брат Абдулла построил место отдыха в Унейзе и устроил во дворе бассейн, отец, да помилует его Аллах, также ездил с нами, плавал с нами и показывал нам некоторые движения старой системы плавания. Также отец всегда хотел, чтобы мы были самостоятельными. Он никогда не вмешивался в наши дела до самого последнего момента. Если мы не находили решения, и нужна была его помощь, он оказывался рядом. Но он предоставлял нам свободу действий, даже в делах учебы. И когда мы выросли, давал нам возможность самим решать проблемы и не вмешивался. أدب وعلم في صفاء سريرة ونقاء صدر دائم الأوقات لكن إذا لامست عمق فؤاده وجدت فيه منابع الرحمات أدب وعلم في صفاء سريرة ونقاء صدر دائم الأوقات. В начале третьего месяца 1421 года отца начали беспокоить несколько вещей, и одной из них стало ухудшение зрения. В то время было начало летнего отпуска,
И мы с отцом, да помилует его Аллах, поехали в Ар-Рияд. Мы пошли на обследование зрения шейха в больницу Аль-Харас Аль-Ватани. После обследования зрения мать, да продлит Аллах ей жизнь, помню, сказала, что у отца помимо проблем со зрением есть какая-то другая проблема. Почему бы вам не провести полное обследование, раз уж приехали? Не возвращаться же? Мы сказали ему о полном обследовании, на что он сказал: «Никаких проблем у меня нет. Так, обычные мелочи». Но мы настояли, что вернемся и проведем полное обследование. И вернулись на следующий день в больницу. У шейха, да помилует его Аллах, обнаружили раковые клетки. Постепенно новость распространилась и огорчила многих близких людей. И сильно подействовала на людей. Мы были шокированы этой новостью. Мы никогда и подумать не могли. Вторым шоком для нас стало развитие метастазов. Однако он проявил невиданную стойкость. Он держался стойко, не стал ничего менять в жизни. Это совпадало по времени с летними семинарами, которые он проводил ежегодно. Он их не оставил и ничего не поменял. По нему не было заметно, что он сдался или отступил. Да помилует его Аллах. Шейх, да помилует его Аллах, воспринял болезнь должным образом, как подобает верующему человеку, довольному решением своего Господа, терпеливо, с надеждой на награду Всевышнего, и поэтому не изменял ничего в своей деятельности после того, как узнал о своей болезни. И несмотря на то, что это не просто болезнь, он продолжил преподавание и все другие виды деятельности. Ему начали много звонить, оказывать давление, в том числе и хранитель двух святынь, король Абдулла, также Амир Фахд ибн Абдул-Азиз, Амир Султан. Они начали давить на него, чтобы вывести его на лечение за границу. Однако он отказывался, говоря, что, слава Аллаху, у нас ведь тоже есть больница и так далее. Мы старались уговорить его. Был момент, который я никогда не забуду. Как-то я зашел к нему. Он сидел в библиотеке и писал. Прямо сидя на полу. Согнул ноги и что-то писал. Я зашел к нему и сказал: «Может быть, съездим, посмотрим там. Может быть, у них другое обследование. Или даже если обследование такое же, может быть, у них другое лечение, которого нет у нас в королевстве». Я не забуду никогда его ответ. Он выслушал меня. Обычно он никогда не перебивал. Выслушивал и потом отвечал. Потом посмотрел на меня из-под оптических очков, которые он обычно надевал, когда читал или писал. И сказал: «Это болезнь. Ее предписал человеку Аллах. Ею может заболеть кто угодно. Ею болеют министры, короли, амиры, ученые, маленькие и большие. И никто не может излечиться. Слава Аллаху, я прожил жизнь. На 11 лет больше, чем прожил пророк. И я прошу Аллаха, чтобы эти годы были плодотворными». Я повернулся и вышел из комнаты. Я понял, что этот человек абсолютно спокоен. Это мы поражены болезнью, но никак не он. 27 числа месяца Раби-ат-Сани правитель пытался уговорить его поехать в США, чтобы провести дополнительные обследования. Может быть, Аллах пошлет излечение. Шейх ответил согласием сделать причины. Мы прибыли в город Бостон. После молитвы Магриб и Иша
Мы присели выпить чаю, пообщаться с отцом и все такое. Он сказал нам, чтобы мы позвонили в исламский центр. Мы говорили, что у нас тут мало времени, что не стоит звонить. Он настоял. Ну, раз он просит, позвонили. В итоге, как только они узнали, весь Марказ пришел в гостиницу. Затем новость распространилась, и гостиница наполнилась людьми. В период пребывания в США он проводил лекции, хутбы, отвечал на вопросы людей в исламских центрах. Аллах Свят Он Велик сказал: «Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха. Следуйте за истиной, какой бы малочисленной группой вы ни были». После того отцу, да помилует его Аллах, поставили диагноз. Он решил вернуться в королевство и принимать лекарства. Он вернулся через 10 дней пребывания в Америке. Он вернулся в Таиф, так как там проходило собрание ученых. Он посетил это собрание, после чего поехал в Мекку. Он остановился там примерно на неделю, после чего вернулся в Унейзу. Он продолжал быть имамом в мечети, проводил пятничные молитвы, провел молитву и спрашивания дождя. Последней его, да помилует его Аллах, стала молитва, проведенная в начале месяца Ша'бан 1421 года. После этого он покинул Унейзу, место, где он вырос, прославился, распространял знания безвозвратно. Далее началась стадия лечения, и мы поехали в Эр-Рияд. Он принимал лекарства каждое утро. Отец встречался с близкими ему людьми в Эр-Рияде в период лечения. После того же, как болезнь усилилась, врачи решили положить его в больницу. Он оставался в больнице примерно 20 дней. С окончанием месяца Ша'бана до примерно 10 чисел месяца Рамадана. Далее он решил поехать в Мекку, что делал ежегодно. После того, как он, да помилует его Аллах, приехал в Мекку, совершил умру, правитель выделил ему специальное место в заповедной мечети. Он оставался там и проводил уроки, будучи в постели. Уроки проходили после молитвы Таравих. Он отвечал на вопросы людей. После урока 28-го Рамадана он, да помилует его Аллах, вспотел и почувствовал себя утомленным. Врач, который был с ним, сказал, что его нужно срочно повезти в палату интенсивной терапии, реанимацию. Это произошло ночью 28 числа. Мы положились на Аллаха и решили отвезти его в больницу, так как решил врач. Мы вызвали скорую помощь и повезли его в специализированную больницу в Джидде. В больнице провели необходимые обследования, и шейх захотел вернуться. Было 29 число. Мы предлагали ему остаться в больнице, что завтра Аид, говорили ему, что он весь месяц преподавал, и остается всего одна ночь. Но он настоял на своем. Он говорил: «Я хочу вернуться. Остается всего ночь». Он говорил своим сыновьям, что если машина скорой помощи не отвезет его в Мекку, пусть попросят хозяина комнаты, чтобы тот повез его. Он был болен и утомлен, но тем не менее он хотел ехать. Я видел его, да помилует его Аллах. Я был рядом с ним в этот период. Его привезли в заповедную мечеть. Руки в капельницах. С ним команда врачей. Мы привезли шейха на его место и уложили в постель. Даже будучи в постели, он совершал обязательные молитвы, дополнительные, выстаивал ночные молитвы. Далее делал азкары, был занят призывом.
У него на лице была кислородная маска, облегчающая дыхание. Мы одевали ее, когда люди задавали вопросы, и снимали, чтобы шейх мог ответить. В эту ночь он провел урок. Это был не просто урок, был особенный урок. Это был завершающий этап преподавания. Преподавание в заповедной мечети 30 числа месяца Рамадан 1421 года. Он провел урок, не похожий на все остальные уроки. Эта ночь была особенной. Отличалась от других ночей. По завершению урока, после того, как сняли микрофон и так далее, он сказал: «И вы хотите лишить меня достоинства этой ночи? Хвала Аллаху, который одарил нас милостью и дал возможность завершить Рамадан». У него было внутреннее чувство, что завтра не будет Айда, потому что он настоял вернуться в Мекку, чтобы завершить Рамадан. Слава Аллаху, Господу миров! И да благословит Аллах и приветствует пророка Мухаммада, его семью и сподвижников, и всех, кто последовал за ним вплоть до судного дня. А затем, сегодняшняя ночь, 30-я ночь месяца Рамадан 1421 года. Хвала Аллаху! Аллаху известно, будет ли это наша последняя встреча в данный священный месяц в заповедной мечети. О, дорогие братья! Аллах оказал милость своим рабам завершить этот благословенный месяц праведными поступками, приближающими нас к Аллаху Свят Он Велик. И прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал их причиной прощения наших грехов, стирания прегрешений и увеличения степени. Мы оставались в эту 30-ю ночь в Мекке. Также в праздничный день, после утренней молитвы, он попросил надеть на него новую одежду, надушить и спустить с кровати. Ведь сегодня праздник, надо радоваться. Часам 9 и 10 утра мы заметили, что он начал сильно потеть, и ему трудно дышать. Врачи всячески пытались ему помочь, прикладывали кислородную маску, но все равно ему было трудно. Поэтому было решено вести его в палату интенсивной терапии. Мы сказали ему, что врач посоветовал ехать в больницу, но он ответил на это так: «Слава Аллаху, месяц Рамадан завершен, и это то, о чем я молил Аллаха, и теперь можно ехать». И мы поехали. Мы быстро поехали в специализированную клинику в Джидде и вошли в палату интенсивной терапии. Отец там оставался в течение 3 дней, после чего его состояние стабилизировалось, и его перевели в обычную палату. Мы слышали, как он иногда во сне читал Коран. Бывало так, что он будто бы преподает. Разговаривал так, что что-то объясняет. Периодически спрашивал: «Понятно? Вы поняли?» Это доказывало его отношение к преподаванию и степень его привязанности к нему. 15 числа месяца Шауаль, после того, как мы прочитали последнюю молитву, я заметил, что отец очень утомлен и выглядит сильно уставшим. Даже когда я задавал ему вопросы, его ответы были расплывчивыми. Я сразу позвонил врачу. Он осмотрел его и сообщил, что отец проживает последние часы. После совершения послеполуденной молитвы, примерно без 26, он, да помилует его Аллах, скончался. На самом деле это был очень трудный момент. Я не могу описать тот период. Начиная с нашего прихода в больницу,
до тех пор, когда мы начали готовиться к похоронам. Потому что это был сильный удар для нас. На следующий день, после полуденной молитвы, мы начали его мыть и готовить к похоронам. На второй день его омыли. Я также участвовал в этом процессе. Прошу Аллаха Всевышнего, Господа Трона, простить ему его грехи и смилостивиться над ним. Конечно же, это был тяжелый момент. Тяжело, когда у тебя на руках всемирно признанный имам, с которым ты с давних пор близок. А теперь ты его переворачиваешь и моешь. Однако такова участь каждого творения. То же самое произошло и с лучшим из творений Аллаха, и с другими благородными людьми. В четверг, на второй день его смерти, мусульмане прочитали заупокойную молитву. Прибывших на молитву было большое количество. Зрелище было удивительное. На молитву приехали люди с разных концов света. Они присутствовали на похоронах. Шейха похоронили в обычной могиле, недалеко от могилы его шейха и приятеля Абдуль-Азиза ибн Абдуллы ибн База. Да помилует Аллах их всех, и да соберет Он нас вместе под Своей милостью в обители вечной.